Рабочий эскиз уже готов. Планировкой будущего памятного места занималось Сыктывкарское архитектурное бюро. А вот инициатива об установке памятника военным медикам принадлежит главному врачу Республиканского госпиталя ветеранов. Он же взял на себя и поиск самого камня. Выручила местная геологическая фирма. Благодаря ей удалось отыскать 6-тонный сибирский гранит. Сейчас он ждет своего часа. Вообще, по словам Бориса Захарова, все вопросы удалось решить на удивление оперативно. Как будто кто-то мне дорожку делал. Пришел, договорился, пришел, договорился, пришел, договорился. Без проблем. Я вам еще раз говорю, как будто был Божий промысел. Как будто они уже были готовы мне оказать помощь. Понимаете? Проблем не было. Чтобы сказать, какие-то проблемы были, нет. На тебе КАМАЗ, на тебе кран, вези. И куда везти тоже сразу договорился. Заснеженный сквер перед Сыктывкарским медицинским колледжем скоро преобразится. Именно здесь установят 2-метровый памятник. А сам парк полностью благоустроят. Появятся фонари, скамейки, прогулочные дорожки. Содержание памятника мы, конечно, возьмем на себя. Я имею в виду на себя не только в рабочие руки медицинского колледжа, в первую очередь это студенчество. У нас в медицинском колледже работает несколько волонтерских отрядов, но они направлены на помощь людям с ограниченными возможностями, пенсионерам и так далее. Это будет новое направление, которое охватит, я думаю, появление нового волонтерского отряда. По официальной статистике, только из Сыктывкара на фронт ушло больше 300 медиков. И это те, кто был с дипломами. Но ведь в окопах в санинструкторы могли записать любого. Короткий курс, и вот ты уже не связистка, а медицинская сестра. Вспоминает фронтовые рассказы писатель Александр Сугоров. Вот у меня теща, участница Великой Отечественной войны, она была связисткой, она была в окружении. В окружении среди мужчин, и она на себя приняла роль медицинской сестры. Ничего не было, говорит. Я не знаю, ну, правда, курсы проходили. Вот она перевязывала и тому подобное. Ей повезло, она вышла из окружения, спаслась. В годы Великой Отечественной войны медработники возвращали в строй больше 70% раненых. Но сами люди в белых халатах гибли очень часто. Смертность среди них была на 2-м месте после гибели на полях сражений бойцов стрелковых подразделений. Продолжительность жизни у санинструктора в 1941 году была оценена в 40 секунд на поле боя. То есть это означает, что степень риска она была ничуть не меньше, нежели та, которая упадала на долю солдат. И для того, чтобы этот вклад оставался с нами, для того, чтобы мы о нем помнили, конечно, необходимо материальное подтверждение, которое, находясь на улице нашего города, было живым напоминанием этого подвига, который совершался медработниками в годы Великой Отечественной войны. И все же в региональной ассоциации врачей говорят, этот памятник посвятят всем военным медикам, тем, кто перевязывал и оперировал раненых на полях сражений всего 20 века. Открытие мемориального сквера возле Сыктывкарского медицинского колледжа запланировано уже на этот год. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.